Всем привет! Я хочу сказать пару слов об, наверное, одном из наиболее сбалансированных смартфонах Nokia на данный момент, о Nokia X6, 8 гигабайт. Как вы знаете, сначала X6 была 32-гигабайтная версия, и она наряду с Nokia N97 они были флагманами компании, потом чуть-чуть уменьшили количество памяти, и телефон перешел в среднеценовую категорию, около 10 тысяч сейчас стоит. И если вас не интересует, вы не гонитесь за новинками на Symbian S3, то вот, ну, наверное, лучший представитель, или один из лучших представителей на Symbian S60 V5 или Symbian 1, как ее еще называют. Итак, давайте коснемся телефона получше. Практически вся начинка у него повторяет Nokia 5800. Здесь имеется и процессор ARM11 с тактовой частотой 434 МГц, и выделенный аудиочип, и громкие динамики на борту, и экран 3,2 дюйма, но тем не менее здесь используется сенсор емкостной, а не резистивный, как на Nokia 5800. То есть телефон реагирует на нажатие, а не на прикосновение, на прикосновение, а не на нажатие, но при этом нет возможности использовать стилуса, ну, если не брать специальные стилусы для емкостных экранов, и нет возможности работать в перчатках. То есть любая технология имеет свои плюсы и минусы, но емкостная технология это сейчас будущее, как говорится. Телекома это емкостная технология, и здесь она используется. Соответственно, экран оснащен именно таким типом сенсора. Ну, я говорю, какие еще отличия от Nokia 5800, потому что основное по Symbian S60 V5 я уже рассказывал в своих обзорах Nokia 5530 и Nokia 5800, а теперь остановлюсь на паре моментов, которые характеризуют именно этот телефон. Естественно, это внешний вид, ну и небольшие различия. Главным различием, наверное, собственно, является то, что нет карты памяти, имеется встроенный массив на 8 гигабайт, который невозможно расширять. В принципе, наверное, для большинства людей этого достаточно. Ну, не ну, можно музыкальную коллекцию, там определенную, достаточно большую использовать. Как вы знаете, MP3-плееров 8 гигабайт это довольно распространенный формат. Ну и, собственно, и редко кто на самом деле меняет карты памяти, но если вот вы их меняете, то имейте в виду, что тогда вам этот телефон не подойдет. В другом случае, я думаю, это нормально. Ну и 5-мегапиксельная камера, то есть тоже небольшое улучшение по сравнению с 5800. И такая же UC601, UC6 просто используется там камера. И, в общем, это что касается аппаратных различий. Теперь, что касается корпуса. Корпус ощущается более монолитным, более, как говорится, дорогое устройство на ощупь, потому что, как я уже говорил, оно как бы более премиально изначально в лиге играло. Как вы видите, здесь ну, находится экран 3,2 дюйма, 16 миллионов цветов, то есть, в принципе, перекликается со всеми остальными S60 V5. Потом клавиша приема, клавиша отбоя, клавиша меню. Здесь на верхнем торце мы видим разъем USB, 3,5 мм мини-джек, гнездо для зарядки и кнопка выключения. Здесь качелька громкости, рычажок блокировки экрана и кнопка камеры. Нижний торец практически свободен. Ну и, как я уже говорил, имеются динамики встроенные, которые тоже обладают громким звуком, таким же, как у 5800. Ну, я говорю, если с точки зрения функциональности, то, наверное, имеет смысл обратиться к остальным моим обзорам. Ну, на этом, наверное, с Nokia X6 все. Всем пока.